Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Минпромторг разработал проект постановления правительства, касающийся предоставления субсидий российским испытательным лабораториям, которые тестируют беспилотные автомобили. Согласно документу, ведомство предлагает компенсировать 100% затрат, вложенных в испытания с начала текущего года. Выплаты должны поддержать эксперимент по опытной эксплуатации на дорогах высокоавтоматизированных транспортных средств. Отмечается, что тестирование беспилотников является дорогостоящей процедурой, связанной с разработкой методов испытаний на соответствие требованиям правил ООН, а также закупкой необходимого оборудования. В связи с этим стоимость испытаний становится серьезной преградой для массового участия в эксперименте компаний-разработчиков таких машин. Помимо этого, крупные затраты на создание беспилотных авто не позволяют производителям обеспечить заключение договора с испытательной лабораторией. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год. Согласно постановлению, минимальные и максимальные размеры пособий составляют 1500 и 8000 рублей соответственно. Для граждан предпенсионного возраста минимальная сумма аналогична, а максимальная составляет 11 280 рублей. Россияне, которые в настоящее время официально зарабатывают меньше 6300 рублей в месяц, могут остаться без страховой пенсии по старости. Ее начисляют в зависимости от количества набранных пенсионных баллов, которые, в свою очередь, присваиваются в зависимости от размера трудового стажа. Отмечается, что для получения выплат по старости гражданину России требуется накопить не менее 30 баллов до наступления пенсионного возраста. При отказе от страховой пенсии по старости житель России сможет рассчитывать лишь на социальную пенсию, которая составляет около 9000 рублей и присваивается на 5 лет позже обычной. Аналитики предрекают подорожание сотовой связи в следующем году на 10%. Рост цен связан с компенсацией потери доходов из-за отмены роуминга. Абоненты, в свою очередь, все чаще пользуются интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы. Некоторые эксперты предрекают еще более серьезное повышение стоимости связи на 15-25%. Так, к концу третьего квартала повышение составило 10% и более по сравнению с началом года. Из-за повышения тарифов в течение года сменил оператора каждый 10-й абонент. До конца года перейти в другую компанию сотовой связи планируют еще 12% абонентов. Как отмечают эксперты, сотовые операторы повышают стоимость архивных тарифов, а также выводят на рынок более дорогие продукты с большим объемом интернет-сервиса. Министерство юстиции предложило приравнять использование взыскателями автоматизированных систем к звонкам коллекторов, ограничив таким образом обзвон должников. Так, если звонки роботов попадут под регулирование федерального закона о взыскании и будут рассматриваться как непосредственное взаимодействие с человеком, то должник, в частности, сможет запретить связываться с ним по будням с 10 вечера до 8 утра и по выходным с 8 вечера до 9 утра. Кроме того, по инициативе должника звонки от автоматизированных систем будут поступать не более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю или 8 раз в месяц. Надзорные органы воспринимают автоматизированные системы по-разному. В законе нет единых правил по предоставлению робота при осуществлении звонка. По количеству возможных взаимодействий с должником отметили в первом коллекторском бюро, подчеркнув, что сейчас четких правил регулирования звонков от роботов-коллекторов не существует. Россия успешно перешла на цифровое вещание 20 федеральных телеканалов, а уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телекомпаний, в том числе и канала «Якутия-24». Зрители смогут смотреть их утром и вечером на канале «Общественное телевидение России». С 5 ноября региональные врезки на ОТР появились в 2 пилотных регионах – в Калининградской и Омской областях, а с 29 ноября они будут доступны телезрителям по всей стране. Врезки на ОТР будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. 3 часа утром и 2 часа вечером. Как отметил заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Чакур Гаврилев, вещание в цифровом эфире телеканалов на государственных языках, таких как НВК «Саха», остается пока открытым. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.